Более 300 человек из всех населенных пунктов автономии собрались сегодня в актовом зале Камрадского государственного университета для того, чтобы поддержать создание нового общественного объединения Народно-патриотического союза Гагаузии под названием «Девлет». Сегодня на третьем публичном слушании 19 лидеров учредителей из разных гагаузских общественных организаций обсуждали важность данного проекта. В начале мая Новая Гагаузия выступила с предложением объединить все общественно-политические организации для общей идеи, связанные с защитой интересов и укреплением полномочий Гагаузии. Сегодняшняя организация не создана для того, чтобы бороться с кем-либо в Гагаузии. Наоборот, эта организация создана для того, чтобы совместно с исполкомом Гагаузии, с Башканом, председателем Народного собрания, депутатами, всеми политиками, объединившись вместе, защищать интересы Гагаузии. Конечно, это очень сложный процесс, и мы к этому были готовы, что не удастся всех разом собрать вместе. Я разговаривал с Дмитрием Васильевичем Кройтером, который, в принципе, поддержал. Говорил с Гаризаном Олегом, примаром Копчака, видным политиком Гагаузии, который тоже поддерживает и находится просто в Болгарии. Мы говорили и с Фармузалом Михаилом Макаровичем, мы говорили и с другими лидерами. К сожалению, единственный человек, который не откликнулся, это Башкан Гагаузии Ирнафер Нурблах. Конечно, мы ее и приглашали, и письменно приглашали, и с телевидения приглашали. Но я считаю, что это только начало. Я думаю, что после сегодняшнего собрания, конференции, где наверняка об этом следит и исполком Гагаузии, они поймут, что сегодня создается организация не против, а наоборот за объединение и совместную работу. В работе учредительного собрания новой общественной организации «Девлет» приняли участие лидеры общественных организаций автономии, а также действующие политики Гагаузии, участники становления Гагаузской республики. Каждый смог высказать свое мнение о важности данного союза. Надеемся, что организация действительно поднимет очень много вопросов, связанных с нашими полномочиями Гагаузии. Сегодня очень много вопросов, очень много проходит в стране реформ, где они учитывают мнение Гагаузии. Я думаю, что и пришло время говорить об этом, и мы должны потихонечку возвращать наши полномочия. Мы должны отстаивать свои конституционные права. Каждый гражданин, а сегодня мы по существу создаем гражданское общество. Здесь у нас общество или объединение гражданского согласия, я так его назвал. Мы должны укреплять экономику, потому что без укрепления экономики мы не сможем наполнять бюджет автономии должным образом, чтобы функционировали все наши учреждения. Может, нужно не просто слушать друг друга, а услышать друг друга. И тогда, услышав друг друга, мы способны решить очень многие задачи, которые перед нами стоят. Конечно, мы не будем решать глобальные мировые проблемы, но начать идеи. А отсюда мы начнем маленькими шажками и покажем тем нашим соседям, рядом живущим вместе с нами, можно идти. Можно, потому что мы неравнодушны. Что за 24 года существования Гагаузской автономии мы так и не смогли занять свое достойное место в Республике Молдова. Почему? Первое. Потому что после признания с 23 декабря 1994 года мы то единство, сплоченность, которое мы имели до признания, потеряли. Причина. Политические партии Республики Молдова нас разделили по своим интересам. По сегодняшний день мы никак не можем объединиться. По окончании учредительного собрания путем голосования избрали председателя Народно-патриотического союза Гагаузии «Девлет» в лице Николая Дудогла. Заместителями председателя были избраны Георгий Арабаджи и Владимир Капанджи. Учредительным собранием также был утвержден список исполнительного совета Народно-патриотического союза, в который вошли 15 лидеров организаций. Были приняты устав созданной организацией «Девлет», а также декларация, которая станет основой для принятия программы нового движения.